знаете, я ночью приехал, город, можно сказать, новорожденный, светится огнями, и радость переполняет душу, что сегодня уже это возможно делать. Так быстро расти, так быстро строиться. Это первый приезд Евгения Петросяна в республику, но встречают гостя на ингушской земле как закадычного друга. В числе сопровождающих все, кто представляет региональный штаб Путина. Знакомство с республикой для заслуженного артиста РСФСР не случайно начинается именно с мемориала памяти и славы. Конечно, от экскурсий по огромному комплексу никто не отказывается. Вот это увековечит, это расставит все акценты. Конечно. Это даст вдохновение потомкам. Памятники героям двух мировых войн, воинам, афганцам, чернобыльцам. Насколько важно сохранить каждую страницу истории и каждое имя, напоминает и сам гость. Особенно учитывая ситуацию в мире, когда за рубежом пытаются переписать историю страны, уничтожая память о подвиге советских солдат. Но она неугасаема, говорит Евгений Ваганович, как и этот вечный огонь, которому гости возлагают цветы. Святое место, где вы объединили историю вашей отваги, вашего достоинства, вашего подвига, ваших страданий, ваших трагедий и побед. Мне кажется, что именно это подает пример потомкам, молодым людям, которые понимают, что звание гражданина нужно нести с большой ответственностью, понимая, что за тобой народ, ты представитель этого народа. Это называется чак, видишь. Да. Берите. С удовольствием. В самом региональном штабе Путина гостя встречают по традиции национальными лепешками. А тем временем в зале собралась активная молодежь. Первый и, пожалуй, самый ожидаемый вопрос гостю. Почему решил стать доверенным лицом Путина? Человек искренне говорил для того, чтобы люди ему верили. Народ все чувствует. Неискренность, искусственность. Он обязательно определит. Если не в первый момент, то во второй, в третий, и рассудит все равно, все разложит по своим полочкам. Здесь я убежден в своей правоте, убежден в своей правильной направленности, и всячески, когда я выступаю как доверенное лицо, выражаю свою точку зрения. На все вопросы известный юморист отвечает весело и непринужденно, но когда речь заходит о предстоящих выборах, всегда серьезен. Его гражданская позиция такова: выборы не то мероприятие, когда можно гадать, идти или нет. Ответ здесь может быть только один. И что самое важное, молодежь это понимает. Замечательная молодежь у нас, я бы сказал. Вот так. Она хочет активно участвовать в нашей с вами жизни, и нужно ей давать дорогу. Особенно вот таким ребятам и девчатам, которые искренне, совершенно бескорыстно хотят участвовать в очень важных событиях нашей страны. А молодежи Евгений Петросян дает важный совет – выбирать профессию, в которой они смогут самореализоваться, стать профессионалами своего дела. Везде требуется мастерство. Я мастера профессии вижу издалека всегда. Могу засмотреться над работой, предположим, штукатура. Вот как он кладет штукатурку, ну просто художник, просто виртуоз. И я смотрю на него, и у меня уважение какое-то к нему невероятное, и восхищение. Вот он, вот такой мастер. А тем временем предвыборная гонка только набирает обороты. Напомню, на пост президента России, кроме Владимира Путина, баллотируется еще 7 кандидатов. Для лидера «Яблока» Григория Явлинского, к примеру, неделя началась со встречи с волонтерами Московской области. С молодежью общался и Владимир Жириновский на выставке «Образование и карьера». Призывал строить свое будущее честным путем. Встречи с избирателями проводят и остальные кандидаты, а чаще их доверенные лица. У нас идет агитационная работа по сравнению с прошлыми годами. Я бы сказал, у нас вот сейчас начали активно участвовать и понимать, тем более сейчас везде интернет, и поэтому в Ингушетии очень заинтересованы.
Мы проводим работу агитационную, встречаясь с населением республики, с избирателями, беседуем. Проводим определенную работу в социальных сетях, на видеоресурсах. Безусловно, готовимся к активной фазе распространения агитационных материалов и массовых встреч в домах культуры и иных помещениях. А между тем в немецком Дрездене прошло досрочное голосование президентских выборов в России. Как сообщили в ЦИК, за пределами страны откроют 400 таких участков в 145 странах. Хади Добриева, Мербек Миржоев, Новости 24.